Строительство автовокзала в городе Покровске может начаться в следующем году. Напомним, в июле 2017 года старое здание автовокзала буквально раскололось на две части. С тех пор пассажиры приобретают билеты и ожидают свои автобусы в небольшом помещении, расположенном в торговом центре напротив. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Более 2 лет жители Улуса вынуждены ютиться во время ожидания своей маршрутки в небольшом помещении площадью 4×5, где из удобств только скамейки. Туалет на улице, кафе, где можно было бы попить горячий чай и съесть пирожок, отсутствует. Банкоматов для снятия наличных и подавно нет. Так нынче выглядит автовокзал в Покровске. 12 тысяч якут. Один билет? 2. В бюджете на 2020 год руководство района решило предусмотреть средства на проектирование важного для Улуса объекта – автостанции. Почему автостанции? Потому что автовокзалом правильно называть объект транспортной инфраструктуры с ежедневной пропускной способностью более 1000 человек. А автостанция имеет возможность отправления от 250 до 1000 человек в сутки, что больше применимо к Покровску. Если с проектом все нормально будет, если они пройдут государственную экспертизу проектной документации и сметной документации, то в 2020 году мы в июле месяце планируем уже закончить проект и уже строительство будет, например, в августе либо в сентябре. Тогда уже мы в конце 2021 года можем ввести данный объект. Если не получится, то в 2022 году. Также в следующем году будет решаться вопрос, где именно будет строиться здание автостанции – на прежнем месте или чуть поодаль. Дело в том, что фундамент старого здания начал разрушаться из-за оттайки грунта. Под зданием стояла вода, там много лет были течи канализации и системы отопления. Вдобавок, при проектировании нового здания будут учитываться пожелания жителей Улуса. Должна быть современная, теплая такая, просторная. Какие удобства хотели бы, чтобы были? Удобства как? Хотя бы скамейки были там, буфет какой-то, кафешка там. Вы знаете, хотелось бы видеть его удобным, теплым, уютным. И хотелось бы еще, чтобы внутри был теплый туалет. Потому что это очень нужная вещь для севера. Уже точно известно, что в будущем здании автостанции будут комната матери и ребенка, пункт общественного питания и комната отдыха для водителей. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус.